В Республике Коми работает 5 крупных сельскохозяйственных предприятий, занимающихся разведением северных оленей. 3 из них на территории Интинского округа. Это общество с ограниченной ответственностью агрокомплекс Инта-Приполярная, Абись и Петрунская. Проблемы и перспективы развития оленеводства обсудили специалисты республиканских и городских ведомств вместе с представителями оленеводческих хозяйств за круглым столом. В преддверии празднования Дня оленевода в администрации округа прошло республиканское совещание по вопросам развития оленеводства. В связи с длительным перерывом, связанным с пандемией и большим количеством накопившихся вопросов, было решено разделить проведение совещания на 2 дня. В формате круглого стола специалисты различных министерств и ведомств, а также оленеводческих предприятий подвели итоги работы отрасли за 2022 год и обсудили перспективы ее развития в текущем году. Инта для меня это тоже родная площадка, и поэтому я тоже рад вас здесь приветствовать. Об этом будет в докладах сказано, но в прошлом году нам удалось предпринять хорошие шаги по поддержке оленеводства, и я думаю, что все вы это почувствовали на себе. Вот хочу нам пожелать вместе, чтобы мы нашли возможности дальше не только продолжать эту поддержку, но и ее каким-то образом расширять и диверсифицировать. Министерством национальной политики Республики Коми на протяжении многих лет проводится работа по поддержке представителей коренных малочисленных народов Севера и других этнических общностей, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся традиционным видом хозяйственной деятельности оленеводством. В числе приоритетных направлений – организация авиаперевозки детей-оленеводов, проведение конкурса субсидий на возмещение части затрат на закупку оборудования, проведение различных этнокультурных мероприятий, а также курирование вопроса по учету лиц коренных малочисленных народов России. В 2020 году правительство Российской Федерации приняло постановление и в 2021 году обязало Федеральное агентство по делам национальностей производить учет коренных малочисленных народов. Для чего это нужно? Ну, во-первых, преследовалось несколько целей при принятии такого решения. В первую очередь это учет лиц, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью, да, мы понимаем, кто относится к коренным малочисленным народам. Следующий вопрос, который был направлен на облегчение реализации прав коренными малочисленными народами. То есть внесение гражданина в этот реестр автоматически позволяет ему получать сегодня государственные услуги, в том числе определение начисления пенсии по пенсионному законодательству, не предоставляя больше никаких документов. То есть наличие человека в реестре автоматически относит его к коренной малочисленной национальности со всеми вытекающими отсюда последствиями, со всеми льготами, которые пользуются сегодня КМНС, коренные малочисленные народы. И, соответственно, нахождение в этом реестре позволяет человеку без представления каких-то дополнительных документов, как я уже сказал, подтверждать свое право, что он является коренным малочисленным народом. Просим вас до всех граждан довести, которые относятся сегодня к коренным малочисленным народам. Их у нас сегодня по данным последней переписи 262 человека, основное это Воркута Сергей Георгиевич, обратиться с таким заявлением. По состоянию на 1 января 2023 года 40 человек по Республике Коми обратились с заявлениями в МФЦ, 38 это Воркута, 1 человек с Ухты и 1 человек с Сыктывкара. Поэтому очень большая просьба еще раз поговорить с ними. Конечно, это в первую очередь на их благо будет направлено, если подтвердится нахождение в реестре этого человека. Далее слово для доклада предоставили Денису Лобову, начальнику отдела развития животноводства Министерства сельского хозяйства региона. Сегодня наша Северная Республика считается одним из самых крупных оленеводческих регионов страны и занимает 6-е место по численности поголовья животных. По состоянию на конец 2022 года республиканское стадо насчитывает более 92 тысяч оленей. Ушедший год благоприятным образом сказался на производственных показателях. За
последние 5 лет выросла сохранность поголовья, повысился выход телят и увеличено маточное поголовье. Забито на реализацию по итогам 2022 года 512 тонн, что больше на 44 тонны показателя 2018 года. Стабилизации финансового положения оленеводов в 2022 году способствовало увеличению размера и объема государственной поддержки. Ставка субсидий на содержание одной головы оленей выросла более чем в 2 раза. Если она была по итогам 2021 года 400 с небольшим рублей, то по итогам 2022 года она составила более 1000 рублей. Также была введена новая государственная поддержка на закуп оленей в убойной массе и в живом весе, как от оленеводов-участников, так и от организаций крестьянских фермерских хозяйств. Это позволило закупить более 500 тонн мяса в живом весе. Возобновилась в 2023 году после длительного перерыва поддержка на строительство коралей, который воспользовался у нас войска оленевод. Возобновилась поддержка на проведение землеустроительных работ. Этой поддержкой в 2022 году воспользовался ООО «Северный». В 2023 году сохранится повышенная ставка на содержание, ставка субсидий на содержание поголовья северных оленей. Да, она будет не такая, как в 2022 году, но она почти в 2 раза превышает уровень 2021 года. Продолжится субсидирование строительства кораллей и проведение геоботанических исследований. Благодаря совместной работе Министерства сельского хозяйства и Министерства национальной политики удалось привлечь дополнительные средства. На 2025 год из федерального бюджета будет выделено 95 миллионов рублей, которые пойдут на обновление основных средств, приобретение необходимой техники, квадрокоптеров и строительство промежуточных баз факторий. Правительство уделяет большое внимание сохранению отрасли, и создаются необходимые условия для его сохранения. В то же время перед нами стоит на 2023 год ряд вопросов, задач, которые необходимо решить. С 2024 года вступают обязательные правила по идентификации животных, мечению. В оленеводстве, на общественный сектор, олени подлежат групповой идентификации, а у оленеводов-участников индивидуальной. О применении специального налогового режима налог на профессиональный доход для самозанятых, который введен в стране в 2019 году, а на территории региона действует с июля 2020 года, рассказала начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Он экспериментальный, он действует на территории Российской Федерации в течение 10 лет. Он даже не введен в налоговый кодекс, он действует по отдельному закону. То есть на протяжении этих 10 лет не будет изменений никакого в этом налоге, но по истечении этого периода будут сделаны выводы о дальнейшем его применении. В рамках презентации специалист поделилась особенностями данного налогового режима, рассказала, какие альтернативные режимы существуют. Одно из преимуществ этого специального режима – налог по льготной ставке 4 или 6%. Это позволяет людям легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. О том, на какие социальные гарантии и компенсации могут рассчитывать оленеводы, присутствующим доложила директор Центра социальной защиты населения ИНТы. Основным законом, который регулирует данную социальную поддержку, является закон Республики Коми от 1 марта, номер 18 РЗ. Статья 6 данного закона определяет социальные гарантии и компенсации 2 видов. Это ежемесячная компенсационная выплата за кочевой и полукочевой образ жизни гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в качестве оленеводов в оленеводческих хозяйствах Республики Коми в размере 4000 рублей, о чем только что говорилось. И второй вид компенсационной выплаты – это ежегодная единовременная социальная выплата в размере 5000 рублей, которая предоставляется следующим категориям граждан. Это неработающие граждане, которым назначена страховая пенсия по старости, проработавшим не менее 15 календарных лет в качестве оленеводов, а также которым назначена страховая пенсия по инвалидности, вызванной трудовой деятельностью в качестве оленеводов.
и гражданам, проработавшим не менее 15 календарных лет в качестве оленеводов и прекратившим трудовую деятельность по достижении возраста 55 лет мужчины, 50 лет женщины, и в случае досрочного назначения страховой пенсии по старости в соответствии с федеральным законом о страховых пенсиях. Кроме того, семьи оленеводов, как правило, являются многодетными и, соответственно, имеют право на определенные меры социальной поддержки. В завершении круглого стола председатель Воркутинского промышленного сельскохозяйственного комплекса «Оленевод» от лица всех представителей оленеводческих хозяйств поблагодарил членов правительства за неравнодушие к отрасли. Я хочу поблагодарить правительство Республики Коми, а также Попова Александра Николаевича, представителей Государственного совета, за ту поддержку, которую они оказали Министерству сельского хозяйства в решении вопроса субсидирования закупа мяса у оленеводов-частников. Поддержка оказалась в этом году, она действительно очень нужная. И самое главное, что она своевременная. Ведь не секрет, что разница в цене за мясо с соседними регионами образовала большую социальную напряженность среди оленеводов. То есть не все, может быть, знают, но в прошлом году в ПСК оленеводы хотели забрать часть оленевого стада, то есть это порядка 1700 голов оленей, и увезти их за пределы Республики Коми, то есть в Ямало-Ненецкий автономный округ, где мясо было дороже. Сегодня мы, скажем так, остановили эту тенденцию, то есть если бы это случилось, то я думаю, что вот эта тенденция, она бы приняла бы свое развитие, и с этой проблемой бы столкнулся не только ПСК оленевод, но и ряд других хозяйств, которые также само соседствуют вот с теми же самыми оленеводами-частниками. Спасибо за оценку. Но я считаю, что действительно в прошлом году удалось отрасль спасти. Вот конкретно. Другое дело, что ситуация меняется. И у соседей, и у вас, и с пастбищами. Поэтому эта работа должна проходить на постоянной основе. И вот такие как раз встречи, они важны для того, чтобы мы могли выработать какие-то единые подходы, чтобы потом их вместе отставить. Круглый стол длился более 2 часов. Участники обсудили ряд проблемных вопросов и путей их решения. Основные обсуждения были перенесены на второй день.